Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Диана Гараева, и я в очередной раз представляю вам проект «Интервью с актерами». 29 августа свой юбилей празднует народная артистка Республики Башкортостан Ольга Шарафутдинова. Здравствуйте, Ольга Юрьевна! Здравствуй, Диана. Ольга Юрьевна, пожалуйста, расскажите о том, как вы пришли в театр куклы, почему вы решили выбрать эту профессию и как начинался ваш творческий путь. Я не собиралась выбирать эту профессию. Она меня сама, видимо, выбрала. Я не хотела, я не знала даже, что на актера театра кукол учатся. После школы я хотела поступать в Ульяновский педагогический институт. Я очень хотела быть психологом дошкольного воспитания. Мне очень нравилось работать и играть с детьми. Мне было 13-14 лет, ко мне стучались в дверь и спрашивали мою маму: а Оля выйдет? Это 3-5-летние мои такие подружки, которые меня звали на улицу, я постоянно с ними играла. И вот мне очень нравилось возиться с детьми, постигать вот их какое-то вот отношение к миру. И однажды я пошла в кинотеатр, и тогда было принято показывать перед каким-то фильмом документальные фильмы в начале. И вдруг я увидела фильм, я помню, даже Киев научфильм такой был, киевский. И там как раз вот показано было, как такой психолог работает с проблемными детишками. Там от заикания, как вот это все, значит, общаются. Ну, как интересно, вот это мое. Вот, и, значит, я заболела, и после школы я не поехала поступать. Мама сказала: ну, посиди пока ты слабенькая дома. И вдруг в августе по телевизору объявление. Диктор говорит о наборе, который осуществляет театр кукол на курс Владимира Михайловича Штейна. И моя мама сказала: ну, сходи, может, что-то там получится. И вот так вот что-то, может, получится без каких-то... Ну, не получилось бы, наверное, бы и нет. Но получилось. А когда еще я проезжала, у меня бабушка жила в той части города, я в Черниковке, а бабушка на Ветошникова. И вот уже здание новое построено, это 76-й год, там 75-й, вот это стоит здание, театр кукол я вижу, проезжая в транспорте, и помню свою мысль. Театр кукол, а как же туда попадают? Я не знала, вот, что нужно было учиться. Но куклами я увлекалась. В школе в 4 классе у меня был набор петрушечных кукол, мне дарила тетя на 9 лет. И я со своими подшефными-первоклашками сделала, у меня был такой кружок. Мы поставили репку, я помню, показывали, ходили по садикам, как шефы, просто так. Вот такое начало уже было как-то вот. Мне нравилось играть в куклы. Но как профессию я не рассматривала, просто по неведению своему. А уж когда такой подарок мне вот Господь дал, я каждый день благодарю Бога, что я работаю в театре кукол. Вы упомянули, что вы учились на курсе легендарного Владимира Штейна. Да. Также вам удалось с ним поработать. Расскажите, пожалуйста, об этом периоде своей жизни. Легендарный. Тогда театр, когда он пришел и набрал нас, как раз все это совпадало и совпало. Ему нужны были молодые артисты, у него были грандиозные планы. И сразу изначально мы в них начали участвовать. В 78 году мы поступили, а в 79-м уже мы были заняты в «Не бросай огонь, Прометей». Все студенты, которые и башкирская группа, и русская. И репертуар какой здесь был: «Белый пароход», «Не бросай огонь, Прометей», «Божественная комедия», «Галима», «Коня диктатору». И вот на таком репертуаре у нас уже мы понимали, что вот такой театр, мы сюда придем. Естественно, нас обучали на конкретный вот такой вот уже уровень. Не просто так, было серьезное обучение. После первого курса мы сразу, вот первый курс, выпуск спектакля «Таинственный гиппопотам», просматривает его комиссия, Наджет Мингалевич Аюханов, нынешний тот директор театра, и его включают в группу. Это первый курс. И по воскресеньям мы играли «Таинственный гиппопотам». Это был такой вот высокий уровень обучения, прежде всего, да. Ну и вот потом он нас сразу занимал «Звезды над пустыней». На втором курсе я уже играла мальчика-скрипача, бессловесная роль, она пластическая. Вот мальчик играл на скрипочке, сопровождал Лиса, какие-то сцены. Был только оркестр. И Павел Романович Мельниченко, мой второй педагог, знаменитый, тоже участвовал в этом спектакле. Он играл, значит, на дудочке. Вот такой выходил оркестр, который постепенно расстреливали. Такой прием режиссерский очень интересный. А вот я вот, мальчик оставался, скрипач сопровождал весь. Вот такие у нас были интересные вообще занятия. То есть мы занимались уже практически сразу вот в спектаклях. Если нас требовали, нам никакое послабление не делали, что еще что-то не умеешь, что еще опыта нет. Рядом такие были актеры, как Ахметшин, Мошкина, Нассонова.
Искандаров. Вот учеба. Мы смотрели, как оно делается, и все вот впитывали в себя. Вот такой был период очень интересный. А вы помните свою первую роль в театре кукол? Ну вот самая первая роль, Мгм, будучи мгм, студенткой, я играла Хариту, не бросай огонь мгм, Прометей. мгм, Нас было 3 включено. Это такая вот самая первая роль Харита. мгм, Потом была опять же в студенческие годы роль Крысевая, комедия об Искремасе. Павел Романович Мельниченко ставил, очень интересная. Она была... Такой спектакль был драматический, с элементами театра кукол. Там фанерные ходили такие вырезанные фигурки. Красные, белые, а так в основном все играли в живом плане. Вот такие в студенческие годы. А уже когда я пришла в театр официально, моя первая роль, самая после декрета, так получилось, что я когда выпустилась, сразу ушла в мгм, декрет. И через 10 месяцев меня вызвали. Только 10 месяцев посидела, мне сказали, нет, выходи, нужно ехать в Москву. Были такие отчетные гастроли. И наш театр периодически ездил в Москву и показывал, что вот такой новый репертуар такой мгм. солидный был. Мы вывозили туда, работали там. И вот меня туда, значит, из декрета вынули и отправили в Москву. И больше я уже в декрет не вышла и так и работала. И вот моя первая такая уже здесь роль была это «Кто заплетает гривы лошадям?» Жеребенок Павел Романович ставил. Ну, просто вот это мое материнство, которое я Мгм. только вот родила ребеночка 10 месяцев назад, и туда же я его вот как-то туда это плавно перетекло в этого же ребеночка. Я вот до сих пор вспоминаю. Музыка была прекрасная Березовского. Вот такие значения. А потом уже самой такой вот роли больше. Вот одна, бывают роли, да, вот одна. Они не повторяются же, роли вообще. Потом, да, бывают похожие, не похожие. Но Мгм. роль Эгли королевы уже, это 85-й год, все не путаю, 84-й, может быть. Она вот такая значимая роль. Там вот тоже мать. Ну, такая интересная легенда. Сейчас не буду рассказывать про эти спектакли. Вот Эгли королевы уже. Мгм. Как раз хотела спросить у вас про ваш любимый спектакль с вашим участием. Вообще все любимые спектакли, все. Мгм. Вот даже если изначально, может быть, роль не нравится актеру, ну, думает, ну, что мне вот эту дали, я хочу вот эту. Ну, режиссеру виднее. А потом ты себе это присваиваешь, она становится любимой. Вот независимо, Мгм. как ты вначале относился, все любимые роли. Из Мгм. новых вот мне очень нравится, о чем поет орнамент, Мгм. работа моя, ведущий, там мы с Сашей Верхоземским вместе. Там же мы на инструментах Мгм. начали учиться играть на кубызе, вообще так здорово. Вот это последняя самая интересная работа. Мне очень понравилось. А вот, ну, такие значимые, вот я перечислила, они незабываемые, это Мгм. прошлое мое. Игорь, конечно, королева уже, она вот, ну, больше я такого, наверное, не играла. Мгм. Такой трагическая она там роль. Ольга Юрьевна, вы ведь еще и режиссер. Все-таки Да. больше вы любите какую профессию? Актера или режиссера? Ну, трудный, Диана, Мгм. вопрос. Вообще, конечно, моя природа вот преобладает актерская больше. Вот честно говорю, мне нравится работать актрисой. Мгм. Режиссером мне тоже нравится быть, но тут большая ответственность. Ответственность я не люблю. Вот, Мгм. а тут приходится брать ответственность не только же за свою роль, где я точно знаю, как вот я Мгм. ее сорежиссирую и так далее. Я тут уверена, ну, может быть, ну, не на 100%, там уж как получится зрителю, конечно, судить, и режиссеру. А режиссер – это ответственность. И это опять, значит, душевные какие-то вот эти напряжения, они сначала думаешь, ну нет, наверное. А когда втягиваешься, уже Мгм. интересно. Создавать тоже нравится. И тут создаешь, режиссер создает уже более как бы масштабно. Вот из ответственности, наверное, труднее. Мгм. А так Мгм. нравится и то, и то. А профессия кукловода сложная? Очень, очень, неимоверно сложная. И когда раньше было принято, где работаешь? В театре кукол, а эти, что ли, вот эти вот? Ну, почему-то у Мгм. народа было такое мнение, что, вот прям жест такой Мгм. был, ну, Мгм. как договаривались люди. Да, там работаю, да, Мгм. ну, и не разубеждаешь. Это труд физический, выносливость Мгм. обязательно нужна, помимо всего прочего. Гибкость, умение, как вот студентам я сейчас объясняю, да, умение через руку
передать человеческие эмоции, вот дать через руку, импульс идет в куклу, и кукла делает то же самое, что делает вот человек. Это же удивительно, это владение инструментом, помимо всего прочего, что мы должны уметь как драматические артисты. И это никак вот не отметает, что я могу этого не делать, я же театр кукол, мне не надо там, надо. И это, когда мы учились, именно большое внимание уделялось живому так называемому, ну вот принят термин, живое мастерство, потому что в спектаклях Штейна участвовали, тогда было, уже вышел актер из-за ширмы, так называемый был период, Уральская зона, 78-79 год, расцвет форм, расцвет различных вот таких вот других совершенно нетрадиционных, как обычно там за ширмой был артист, форм, был вот этот расцвет, мы попали в него. И вот большое внимание этому уделялось, мы владели и этим, и плюс еще вот владение инструментом, конечно, безупречно. У нас педагог был по тренажу Владимир Георгиевич Надушевский. Вот он ныне сейчас во Владимире. Вот он нам хорошую школу дал, тренаж. Это вот как гамма для пианиста. Как вот музыканты меня поймут, когда вот это вот сначала упражнение, а потом уже ты можешь этими упражнениями что-то уже благодаря сыграть. А без того, пока пальчики не развиты, как он сыграть? Нет. Также обязательно вот эта вот физическая выносливость, упорство. И вот, наверное, потом результат будет, да. А сложно как держать. Вот моя Эгли королева ужи весила 8 килограмм. Мы специально взвешивали. Ничего себе. А была она, значит, почти в мой рост. Она вот деревянная, вот она на фотографии есть. Это вот ручка в голове, значит, держишь. И волосы были с канатов. И когда мне ее дали в руки, она была дерево, канаты и вот юбка. Я говорю, вы что, издеваетесь? Нет, я как? Мне тяжело. И Наиль Байбурин был художник. Он сказал, ладно, мы сейчас волосы убавим. Ну и вот через какое-то время, говорю, вот как, нормально, легко? Конечно, легко. Вот, другое дело, убрали же часть волос. Оказывается, каждый день они по одному канату прибавляли. Об этом я не знала. То есть вот мышца тренировалась, и в результате были все волосы, которые в начале, но я уже привыкла. И 8-килограммовая. Да, она была, но она такая была пластичная. И был случай, когда приехал округ Галли, значит, делегация, и, значит, один из участников этой делегации, немцы, они посмотрели спектакль, и он попросил провести его за кулисы и увидеть вот меня. Вот такой небольшой. И он посмотрел на мою руку, и куклу подержала, да, там, значит, тяжелая была. А потом, вот когда ты работаешь, она делала практически все. Вот у нее руки были как коромысла. Ну, ты ищешь пластику, что вот этими коромыслами может кукла делать. Она делала все. Какие там были жесты. А трагедия, я еще подчеркиваю, там пластика была. Вот Наиль Байбурин очень интересную куклу придумал. Сейчас, по-моему, ее уже нет. Но она большая была, да, деревянная. Да. Столько сложностей, столько нюансов в этой профессии. А вам никогда не хотелось быть драматической актрисой? Отдельно? Да. Нет, да. отдельно, нет. Нет, мне не хотелось, чтобы вот... Я знаю, что у нас поступали на курсы, и так вот были, которые не поступили в драму, ну, пойдут учиться сюда. И многие, кстати, вот туда не проходят в драму, ну, и идут лишь бы обучаться в надежде на то, что потом когда-нибудь перейдут. Потому что действительно обучение полноценное и живому мастерству также. Сейчас наши ребята, которые курс вот набран в том году, они будут владеть... Ну, дай бог, что если будут владеть в совершенстве и драматическим искусством, и еще плюс бонус такой, владение инструментом. А лично мне не хотелось быть в драме. Хотя опыт у меня есть как драматическая актриса. Я участвовала в молодежном театре. Был спектакль по пьесе нашего Ильмара Разиновича Аль-Мухаметова «Два письма». Меня приглашал туда Искандер Сакаев. Я участвовала там по автобиографии Мустай Каримовой. А в этом году я поучаствовала в спектакле, который называется «Земля Эльзы». Это драматический спектакль. Туда меня пригласили ребята из русской драмы. Это режиссер Руслан Катеринчук, Паша Бельков и Слава Виноградов. Это вот 3 артиста решили создать проект на сцене Дома актеров это было. И приглашать туда разных артистов. Вот они пригласили меня, пригласили Володю Пифанова из ТЮЗа
И другие ребята были из их русского Мгм. драматического театра. Вот, и там я играла роль дочь Ольга ее звали. Такая стерва, злодейка. И те, кто смотрели, просто говорили, ну, гадина такая, со сцены хочется выгнать. Значит, роль удалась. Удалось. Да, мне понравилось работать, Мгм. во-первых, с ребятами, вот с этими молодыми, очень смелые. Взяли кредит сами, воплотили Мгм. вот эту Мгм. идею на сцене. Я на таких смелых смотрю с восхищением, потому что, вот знаешь, столько в голове бывает проектов, но вот эта неуверенность, да не получится, да нет. И они как-то вот так уходят, и потом идеи же в воздухе носятся, да. Потом кто-то это делает, то, что ты Мгм. Мгм. хотел. Мгм. Ну, думаешь, ну надо же, ну это же вот я же хотела первое. А уже вот, да, идею подхватили и сделали. Неуверенность немножко мне мешает. Ну, хорошо, что у вас этот проект состоялся, что вам удалось Да, в нем поработать. Это здорово, большое здорово, открытие для здорово. нашего города. Ну уж, Мгм. про большое открытие не знаю, но как вот ходили зрители, которые смотрели, и Мгм. уже отзывы, и когда вот там в конце, я не буду про спектакль рассказывать, пусть зрители, которые сейчас смотрят Мгм. нашу передачу, приходят, в сентябре следят за афишей. Я не знаю сейчас, правда, на какой площадке это будет, но пока вот предварительно Дом актера. Очень интересный спектакль. Мгм. Ольга Юрьевна, ранее вы упомянули, что вы преподаете сейчас у студентов Да. театрального факультета. Расскажите, пожалуйста, об этом. Вам ранее доводилось преподавать? Да, доводилось. Мгм. Я преподавала технику вождения куклы. А Мгм. вот студенты мои учат у нас сейчас, которые Мгм. Вы руководитель курса. работают. А сейчас я не руководитель курса, Мгм. художественный руководитель курса Альберт Альфредович Мамудинов. Мгм. Курс был набран в том году, уже один курс ребята отучились. Я мастер Мгм. курса. Мгм. Вот. Альберт Альфредович художественный Мгм. руководитель. Помимо этого принимает участие в проекте артисты нашего театра. Помогает Сережа Булка. Это когда вот Мгм. пандемия, например, была, Мгм. ребята учились Дистанционно. дистанционно, да, и Сережа вот осуществлял вот эту связь, Мгм. конференции собирал. И Светлана Мамудинова, которая непосредственно занята организационными вопросами, вовлечены. И сейчас у нас на втором курсе уже будут подключаться другие артисты, преподавать что-то, какие-то Мгм. предметы. То есть это вообще не я лично там что-то преподаю, там мы все вместе. Вот Альберт, пока костяк такой Светлана, я, а дальше вот на втором курсе еще раз будем сейчас подключать других. Скажите, пожалуйста, студенты, они будут как-то привлекаться к работе над репертуаром театра кукол? Ну, хотелось бы. Вот сейчас Мгм. уже можно было бы их включать, но Мгм. это опять-таки ведь по согласованию с деканатом. Я знаю, что сейчас с этим строго. Вот нас-то как-то сразу включали, и даже никто никого не спрашивал. Мгм. Все, мы были заняты с первого курса, необходимость у нас была, мы были востребованы. Мгм. Ребят, конечно, бы можно тоже было бы уже сейчас подключать. Мгм. Они же молоденькие такие. Сколько человек 7 на человек курсе? всего, да. Мгм. Небольшой курс, 7 человек, и это хорошо. Мгм. Каждому можно уделить какое-то внимание побольше. Вот, в основном девочки, конечно, 5 человек, а 2 мальчика у нас. Мгм. Такой курс. Ребятки очень хорошие. Проявляют интерес к куклам? Проявляют. Некоторые знали, куда идут, Мгм. а некоторые, как обычно, не Хотели в представляли драматический себе, театр. Мгм. чем надо будет заниматься. Вот. Ну, я Мгм. думаю, со временем время еще есть, любовь к театру кукол именно появится. Если это случится встреча, Мгм. то это здорово, это радость, это на всю жизнь. Ну, нет, что же сделаешь. Да. Ну, ваша задача привить эту любовь. Ну, тут заставлять никак нельзя. Она Мгм. вот все, кто полюбили это, вот искусство театра кукол, это на всю жизнь. Это Мгм. уже все, не уйти. Хорошо, спасибо. Ольга Юрьевна, скажите, у вас какие-то есть увлечения помимо театра? Есть, да, я Мгм. люблю шить. И это просто мое хобби. Мгм. Вся моя комната небольшая в журналах. У меня, значит, постоянно, если новый номер появляются борды, все с печати, я уже знаю Мгм. примерно когда. Я его даже не раскрываю, просто должен у меня быть. У меня вот, значит, эта коллекция. Нет, я очень люблю шить. Это у меня с детства, у меня бабушка была портниха. У нас в семье шили все. Сестра моя шьет тоже, мама шила. Ну, у меня вот это увлечение, это прям вот хобби. Это релакс. Это Мгм. когда мне нужно что-то вот отвлечься, и все, я сажусь за машинку и шью всем. Сейчас я шью, например, вот своей внучке брючный костюм в школу.
еще и полезная такая работа. В юбилейный сезон театра и ваш юбилейный сезон, что вам хотелось бы пожелать нашим зрителям? Ой, ну вот так вот просто как-то дежурно не хотелось бы, да, пожелать. Я бы, конечно, нашим зрителям, детям хотела бы пожелать прежде всего здоровья, чтобы они были здоровенькие, ума какого-то вот, чтобы они понимали и ценили вот то, что сейчас они имеют. Вот сохранить детство подольше, вот это свою искренность, вот эту чистоту, какая есть в детях во всех, да, ну во Мгм, всех вот мгм. детках. Постараться вот это, конечно, сохранить подольше. Ну и чтобы они были любимы своими родителями, учителями, когда сейчас 1 сентября уже скоро, и сами умели любить. Вот это, наверное, такое самое главное качество. Начинать надо вот с молоду, вот это вот с детства воспитывать в себе и вот его развивать. Любви, конечно, детишки, любви. Спасибо вам, Ольга Юрьевна, за беседу. С юбилеем вас. Желаем вам крепкого здоровья, Спасибо большое, новых Дианочка. творческих побед, Спасибо. интересных ролей. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.